Новая альма-матер в районе новостроек Карабулака видна издалека. Строительство школы жители этого микрорайона ждали не один год. Актовый зал, компьютерные классы, лаборатория, библиотека с читальным залом. Всего здесь 210 аудиторий. Сейчас в списке учащихся и педагогический состав формируется. Открытие очень ждут. Школа строится по национальному проекту на 720 мест для города Карабулак. Объект важен тем, что рядом нет школы. По городу Карабулак до сих пор есть еще двухсменка. Я думаю, открытием этой школы мы частично сможем закрыть эту проблему. Полностью на объекте завершились инженерные работы. Проведены газ, свет, отопление, канализация. В некоторых кабинетах уже расставили парты, стулья, повесили доски. Двери тоже везде установлены. Школа три этажа. Общая строительная площадь тут где-то 15 тысяч квадратных метров, 30 тысяч кубометров объема строительного, поэтому работы очень много было сделано, как видите, на совесть. Мы старались, как говорится, не нужен был нам результат какой-то быстрый такой. Мы основательно строили и не жалеем об этом сейчас. Особое внимание в ходе строительства уделили безопасности. 8 аварийных выходов, пожарная сигнализация, видеонаблюдение и никаких острых углов. Оборудование полностью закуплено. Устанавливать его начали и в пищеблоке. Столовая рассчитана на 120 мест. Отдельной гордостью можно считать также кабинет труда. В общем, вот сюрильный станок. После стакана здесь есть, можно вывесить, в общем, просверлить любое отверстие с такой точностью до микрометра. Так что сделано очень аккуратно, со всеми, как бы сказать, новейшими технологиями. Устроены защитные средства, очень удобные, можно не беспокоиться за травматизм детей. Поэтому все устроено нормально, все сделано. Поэтому приучать детей, школьников, со школьной скамьи к этим вопросам. Может, кто-то из них будет знаменитый токарь или слесарь. Другая гордость новой школы – это спортзал. Здесь можно будет играть в мини-футбол, баскетбол и волейбол. А гимнастические снаряды и напольные ковровые покрытия, которые можно быстро уложить, позволят заниматься гимнастикой профессионально. К слову, у школы будут свои очистные сооружения. Такое указание дал глава Ингушетии для всех строящихся новых объектов. С тех пор, как он нам предсказал, мы сделали очистные сооружения. Выгребную яму отодвинули все, сделали очистные сооружения, сделали водоотводы. Техническая вода поступает в пожарный резервуар обратно. Периодически, если идет переполнение, то мы вывозим вот так вот. Вот эту систему мы сделали. Ну и работает сейчас в данный момент. Все это и многое другое сделано, чтобы в случае непредвиденных ситуаций не отрывать детей от учебного процесса. В школе предусмотрят все условия не только для получения знаний, но и комфортного времяпрепровождения. А чтобы все соответствовало стандартам, регулярно следит Технадзор. Строительство прошло по графику производства работ. Все замечания, которые были отмечены Технадзором на этом объекте, устранялись в овальном режиме без предписаний в устной форме. В новой школе дети смогут не только учиться, но и весело проводить свободное время. Для каждой возрастной группы во дворе предусмотрели игровые зоны. Это качели, горки и другие конструкции. В общем, работы уже завершены на 85%. Сейчас облагораживают прилегающую территорию, устанавливают скамейки, урны, столбы освещения. Ну а для своих первых школьников школа откроет двери 1 сентября. Хава Гагиева, Абдулла Халухоев, Новости 24.